Вообще, моя цель, моя задача, какой я сам себе ее поставил, это понять, что происходит в Туркменистане, и попытаться объективно понять происходящие в Туркменистане процессы, политические, экономические, социальные, и объяснить это нашей аудитории. Сделать это достаточно сложно, да, учитывая закрытость системы, но в какой-то степени это возможно. Невозможно получить какие-то документальные сведения из Туркменистана. Те же самые фото, видеосъемку, взять интервью у какого-то из чиновников, невозможность задать вопросы какому-то министерству по какому-то поводу. Когда ты звонишь, они либо бросают трубку, либо до них невозможно дозвониться. И это главные сложности в нашей работе. Я использую, в первую очередь, конечно, наши собственные источники, которые работают в стране, подпольно. Конечно, у них нет доступа к какой-то закрытой информации, но, тем не менее, по крайней мере, на бытовом уровне они могут описать жизнь в стране. Я все-таки возглавляю информационное издание, и как журналист я стараюсь быть объективным, хотя это сложно, когда ты работаешь по Туркменистану, одной из самых закрытых и авторитарных стран. В первую очередь, как журналистом, меня не устраивает то, что я не могу открыто работать в стране. Меня не устраивает то, что я не могу нанять корреспондентов, которые бы объективно и достоверно освещали то, что происходит в стране. Да, потому что нас, власти Туркменистана, часто обвиняют нас в том, что мы распространяем дезинформацию или вводим в заблуждение. Так, во-первых, я бы поспорил, а во-вторых, в этом-то и проблема, что у нас нет возможности полноценно работать в стране. Так дайте нам возможность, выполняйте ваши обязательства. Мой отец Фарид Тухбатуллин, он является руководителем Туркменской инициативы по правам человека. Он правозащитник и занимался этой работой еще с 90-х годов, когда мы жили в Туркменистане, в Дашогузе. И на тот момент этой работой заниматься было все еще разрешено при Ниязове. Со временем это все, политика ужесточалась, все больше запретов налагалось на отца, на его деятельность. С ним регулярно проводили беседы представители туркменских спецслужб. Ему говорили, что лучше не говорить то, лучше не писать про это. Он часто ездил по международным конференциям правозащитным, и где рассказывал о сложностях жизни в Туркменистане, о нарушениях прав человека и подобных вещах. Так вот, он занимался этим, и, соответственно, такая деятельность не приветствовалась уже тогда в Туркменистане. Сейчас она, в общем-то, вообще запрещена. Дело в том, что мы постарались разделить нашу работу, то есть правозащиту и журналистику. Они во многом, разумеется, связаны, эти две деятельности, но все-таки, как мне кажется, чтобы быть объективным, эту работу все-таки нужно разделять. Да? И мы решили сделать так, что правозащитной деятельностью занимается мой отец, а информацией, сайтом информационным нашим взял на себя я. И вот с тех пор я возглавляю наше издание и работаю главным редактором. Со стороны властей, конечно, следует всегда ожидать того, что
следует ожидать противодействия нашей работе. Разумеется, им это не нравится, потому что для туркменских властей критически важно быть представленными в позитивном свете. Отсюда, собственно, все эти восхваления по телевидению, на ТДХ, в официальном госинформагентстве, все эти видеоролики, где президент, я не знаю, стреляет верхом на велосипеде. То есть им принципиально важно выглядеть хорошо. А мы эту картину мира, идеальную с точки зрения туркменских властей, мы эту картину мира портим. И, разумеется, они каким-то образом должны на это отвечать, каким-то образом реагировать. Их главная задача – это пресечь поток информации из Туркменистана. Дело в том, что я уехал из страны, когда мне было 16. И уже 20 лет я живу в Австрии. Мой дом уже Австрия, мой дом Вена. Мои дети родились здесь, моя семья здесь. Сложно сказать. Но да, я бы хотел вернуться, чтобы посмотреть, как там можно устроить работу журналиста. То есть с профессиональной точки зрения, чтобы изнутри посмотреть, как это все работает, как это все происходит. Разумеется, мне это было бы очень интересно. Да? И то есть ездить туда периодически, разумеется, я бы очень хотел. Вот по поводу жить в Туркменистане, я не уверен. По крайней мере, принимать какое-то активное участие в политической жизни страны в качестве актора, нет, точно нет. А в качестве наблюдателя, журналиста, это было бы интересно.